Я хорошо провел время вместе со своей семьей. Феерия в центре столицы. Магаз принял тысячи людей, решивших отметить 25-летие республики на главной площади города. Какие впечатления оставил праздник у жителей региона? Раз, два, три. Башня зажигает, телевышка в Назрани загорелась разноцветными огоньками. Повод – юбилей Ингушетии. Скрытое патрулирование, будут двигаться гражданские машины с фотофиксацией, а за ними будут ехать уже патрульные машины. Причина аварии не только нарушение правил. В госавтоинспекции провели итоговое совещание. Какова ситуация на дорогах региона? Нет договора, нет газа. В Троицком выявлены незаконные врезки в газовые сети. Там побывал наш корреспондент. Слезы радости определенно, слезы счастья, просто эмоции переполняют. Для них целевое место как билет в будущее. Ингушские абитуриенты получили заветные направления в медицинские вузы страны. Самыми заметными событиями из жизни региона вас ознакомит информационная программа «Новости 24» в студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Накануне Ингушетия отметила свое 25-летие. Сотни гостей приехали в республику, чтобы провести этот особенный день вместе с жителями региона на главной площади Магаса. Но до того, как посетить столицу, гости побывали на нескольких объектах, а также присутствовали на открытии многоквартирных домов в Назрани. Репортаж нашего корреспондента. Детский смех, музыка, заразительные улыбки и разноцветные шары. Праздник с раннего утра, ведь с минуты на минуту жильцы 3 новых многоэтажек в новом микрорайоне Назрани отметят долгожданное новоселье. Благодаря реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития региона собственные квартиры сегодня получают более 300 семей, вынужденных переселенцев из Чеченской республики, пожелавших остаться на постоянное место жительства в Ингушетии. Первые ключи от новых квартир почетные гости лично вручают 10 многодетным семьям, которым тут же сделали особенные подарки. Самый торжественный момент вручения символичного главного ключа от нового микрорайона тоже решили не оттягивать. В церемонии принимают участие самые маленькие новоселы. Символический ключ от наших почетных гостей получают жильцы новых домов. Подходите, бери. Поздравить новоселов с таким праздником приехали почетные гости. Имея свою крышу, свой уголок, вы можете планировать семью, воспитывать детей, ухаживать за старшими. И самое главное, чувствовать то, что государство не оставило вас один на один с своей бедой. Оно максимально сделало так, чтобы, несмотря на различные события, которые происходили, было сделано так, чтобы вы чувствовали защищенность. И у вас сегодня есть свой дом, своя крепость, есть замечательная республика, которая развивается, есть команда управленцев во главе с Юнусбеком Ангеревичем, который ежедневно думает о том, как улучшить жизнь людей на этой земле. И я уверен, что сегодняшнее мероприятие – это одно из свидетельств того, что труды правительства республики, государства направлены во благо человека. Глава Ингушетии, в свою очередь, призвал новоселов следить за порядком как в самом многоквартирном доме, так и на прилегающей его территории. Когда жильцы домов просят горячую воду, свет, газ и так далее, но при этом не платят за это, тяжело вас обеспечить всем необходимым. Поэтому я убедительно вас прошу, вот у вас каждый есть свой подъезд. И когда вы определитесь, не дожидаясь, что кто-то придет, за вас кто-то там уберет, определитесь со старшим подъезда, поставите там домофоны, поставите там глазки, сделайте все, чтобы в вашем подъезде был мир и порядок. Это ваш дом, ваша крепость. Не сама квартира, а ваш подъезд. И в целом вот этот весь дом.
Глава региона напомнил новоселам, что в скором времени в микрорайоне будут возводиться социально значимые объекты, а именно школа, детский сад, поликлиника, а также игровые площадки, торговые центры и ряд других объектов инфраструктуры. Этот микрорайон полностью автономный. И сразу говорю, здесь будут, наверное, цены московские на жилье. Почему? Потому что в этом году мы завершаем здесь Галендали с помощью нашего федерального центра, с помощью Министерства по делам Северного Кавказа, который нас поддержал в этом проекте, при личном участии, в том числе и полномочного представителя Олега Евгеньевича Беланинцева. И, конечно, здесь очень важно напомнить, сказать, что Ольга Юрьевна Голодец, она лично курирует, направляет эти процессы. И мы в этом году сдаем школу и детский сад. Это большой прорыв для вот этого микрорайона. Да, для начального этапа этого достаточно, потом здесь снова придется еще что-то строить. И с помощью, я думаю, что программа наша будет принята с помощью федерального центра, мы начнем строительство, завершим строительство здесь, поликлиники. Тогда у вас будет все в одних руках, в одном дворе, уютно, красиво, удобно. Поэтому не торопитесь продавать жилье здесь, не торопитесь. Наоборот, живите, обустраивайтесь, берегите то, что государство вам дает, берегите то внимание, которое вам сегодня оказывает государство в лице президента страны, председателя правительства России. И мне очень хочется, чтобы этот микрорайон был таким показным, примерным, чтобы мы сюда возили гостей. Хозяевам квартир не терпится осмотреть новые апартаменты. Мария Марчакова не может скрыть эмоции. О такой просторной кухне женщина мечтала давно. Потому что принимать гостей, разместить кого угодно можно. Так что кухня ходит, прохожка хорошая. Это так получилось в нашем 25-летии республики. Это еще 2 праздника выходит, да? Получаем новое жилье и еще плюс ко всему и такой праздник у нас. А вот Марем Гандалоева заехала в свою 4-комнатную квартиру чуть раньше остальных новоселов. Правда, обустраиваться не торопится. В новую квартиру хочется новой мебели. Сейчас хозяйка готовится за большим праздничным столом встречать гостей. Спустя 23 года семья наконец обрела собственную крышу над головой. Мы все время снимали квартиру с тех пор, как переехали с Чеченской республики. Сейчас радости, я не знаю, нет предела радости. В 9-этажных домах квартиры от 1 до 4 комнат. Для удобства перемещения по высотке предусмотрен лифт, а на улице благоустроена детская площадка для самых маленьких жильцов и небольшой сквер, где в будущем под тенью посаженных деревьев будут отдыхать полноправные жильцы новых 9-этажек. Напомню, в декабре 2016 года уже был открыт один из домов по той же программе. Тогда жилье обрели 90 семей. Всего жилье в новом микрорайоне получит 778 семей. Ферида Миржоева, Мейрбек Миржоев. Новости 24. Дружбу народов можно было наблюдать на площади Алании. Представители многочисленных этносов знакомили горожан и гостей Магаса со вкусом своих национальных блюд. Чеченцы, азербайджанцы, украинцы, дагестанцы, узбеки – это не все народы, чьи подворья развернулись в столице. В мир вкусов и ароматов окунулась Зарема Евлоева. Праздник без застолья не бывает, тем более, что Кавказ славится своим гостеприимством. На площади Алания все многообразие культур, населяющих нашу республику. С давних времен здесь бок о бок жили представители самых разных национальностей, благодаря чему история и культура региона могут похвастаться яркостью и многогранностью. Махадиль Мадрахимова родом из Киргизии, в Ингушетии живет уже 4 года. Девушка делится, не спала всю ночь, готовилась к празднику. Это хлеб с мясом. Вот это самса кусковой с мяса, вот это у нас шашлык. Если в азиатской кухне больше мяса, то Украина, к примеру, акцент делает на мучном. Гости праздника не против отведать вареников с картошкой, заправленных домашней сметаной. А рядом экзотику азербайджанской кухни представляет Евгения Коробцова. Мы представляем чисто азербайджанскую кухню национальную. Ну, в первую очередь, конечно, это плов, знаменитый плов, да, улма, сделана из листьев винограда, из листьев капусты. Вот очень знаменитое и старинное блюдо «Три сестры». Почему так называется? Потому что начиняется кабачок, баклажан, помидор и болгарский перец. Начиняются фаршем и называется «Три сестры». В
Впрочем, с годами культуры настолько сдружились и смешались, что по соседству с узбекским пловом вполне гармонично смотрятся ингушские лепешки. Главное, что настроение у всех праздничное. Сегодня Ингушетия принимает поздравления на всех языках мира. Ингушетияның 25 yıllığı mübarek olsun, daimi olsun. Ингушетияның 25 yıllık bayramı bilan tabriklaymiz. С днем народжения, дорогая Ингушетия! Շնորհավորում եմ ի սրտե Ինգուշետիայի տոնը, ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություններ։ Многообразие не только в еде, но и в танцах и национальных костюмах. Такой дружбе народов в республике особенно рады. Ингушская молодежь за мир и дружбу. Мне кажется, сегодня День Республики Ингушетии мы отметим на все 100%. Спасибо всем жителям нашей республики, которые сегодня собрались. И, конечно же, с Днем Республики Ингушетия! Я очень рад, что подобное мероприятие очень круто организовано. Уйма народа, все довольны, все радостные. Я очень рад за нашу республику. Надеюсь, в дальнейшем она будет также плодотворно развиваться. Изюминка фестиваля национальных культур – двухметровый праздничный торт. Это подарок республике от Министерства по национальной политике. Угощать будут всех желающих. Впрочем, на этом сладости не заканчиваются. Здесь же развернулся настоящий медовый фестиваль, где гости праздника смогли отведать бренд Ингушетии. Вот эта продукция, это у нас губ. Пчеловод, это Молот Костоев. Это губ, который уже вышел за пределы нашей республики, поставил первую партию меда в Саудовскую Аравию. Сейчас у нас ведется переговорный процесс по отношению с Объединенных Арабских Эмиратов на поставку меда этого губа. Это эксклюзивная продукция. Вот эта банка, вот именно вот эта банка уже поставлена в Саудовскую Аравию. 25-летие Ингушетии – праздник не только для жителей региона, но и для всех наших соседей и друзей, которые в такой важный день приехали поддержать и поздравить именинницу. Я знаю, что сегодня на сцене будет твориться волшебство. И хочу поздравить этот народ и от всех людей искусства, культуры с этим праздником. 25 лет – это достаточно такой, может быть, молодой возраст, но очень красивый, и заслуг у нашей братской республики, конечно, очень много. Еще раз хочу вас всех поздравить и еще раз выразить свой восторг, благодарность. Зарема Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Накануне были отмечены заслуги людей, внесших значительный вклад в становление и укрепление ингушской государственности. В зале славы администрации главы республики чествовали тех, чья деятельность повлияла на развитие молодого субъекта России. Это видные общественные деятели, госслужащие, представители СМИ, творческой научной интеллигенции. Заслуженные награды лично вручил глава Ингушетии. Ордена за заслуги, почетные звания, грамоты, юбилейная медаль 25 лет образования Ингушетии получили не только жители республики, но и представители соседних регионов. Одна книга называется «Ингуши. Осетинское зеркало». Другая книга называется «Разрыв трава». Там тоже о друзьях, о знакомых ингушей. Первым долгом говорю спасибо за то, что отблагодарили меня. Всех благ. Это чтобы из многих веков первые четверть веков были, первые 25 лет были. Я скажу, между нами, Осетией и Ингушетией, что проблем уже не осталось. Ни один, ни осетин, ни один ингуш уже на друг друга не смотрели косо. А действительно это звучало не в кавычках «братская республика, братья», потому что воистину Богу, Аллаху, Всевышнему было угодно, что мы жили рядом. Сосед на соседа никогда не кивал, не обижался, а был рад, что он стал его соседом. Кульминацией празднования юбилея республики стал галоконцерт на площади Алании. Он приковал внимание жителей и гостей города Солнца. Перед большой сценой, украшенной ингушским орнаментом, собрались тысячи людей. Еще больше перед экранами телевизоров. Наш телеканал транслировал праздничный концерт в прямом эфире. Слово Индире Манкиевой.
На сцене не просто представление, а целая история жизни ингушей, жителей башен, как строились каменные великаны, шили национальный орнамент. Все это целое искусство, национальное достояние. День рождения родной республики, четвертьвековой юбилей – это праздник общий и личный для каждого. И по сей день стоят те башни. И, как говорят, те камни до сих пор повторяют слова древней легенды. Пускай бегут и бегут года, а вов они разобьются. Ты помни одно: уходит вода, камни остаются. В один миг сменяются не только декорации, но и целая эпоха. На сцене пестреют белые, зеленые и красные полотна. В руках у каждого частица большого символа. Так рождается ингушский флаг, как и ровно 23 года назад. В ясное небо устремляются трехцветные шары, как символ бесконечности и светлого будущего региона, которое за молодежью. Поддержать и поздравить народ со значимым событием приехали и представители федеральных органов власти, и главы соседних регионов. Здесь же зачитывают поздравительный адрес от руководителя страны Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, а также председателя Совета Федерации. Поздравляю вас со знаменательной датой, 25-й годовщиной образования Ингушетии. Около 2,5 столетий судьба Ингушетии тесными, нерушимыми узами связана с Россией. Многие поколения ваших предков вместе с другими народами писали яркие строки в историю Отечества, созидали его могущество, защищали от врага. Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к заветам отцов и дедов, свято чтите традиции дружбы, взаимопонимания и любви к родине. Бережете свою самобытную культуру, язык и обычаи. Важной вехой в жизни Ингушетии стало принятие 4 июня 1992 года закона об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Прошедшие четверть века по праву считаются периодом эффективного развития социально-экономической и гуманитарной сферы региона, укрепления его безопасности. И сегодня в республике последовательно решаются серьезные, востребованные временем задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, создание современных рабочих мест, повышение благосостояния людей. Успешно реализуются крупные проекты в агропромышленном и строительном комплексах. Ведется активная деятельность по формированию туристического кластера. Желаю вам новых достижений, мира и всего наилучшего. С праздником! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, несколько слов от себя. Дорогие друзья, соотечественники, уважаемые жители Ингушетии. Четверть века назад Ингушетия обрела государственный суверенитет в составе Российской Федерации. Сложились эффективные взаимоотношения с федеральными органами государственной власти. Успешная реализация федеральной целевой программы социально-экономического развития республики позволила Ингушетии сделать заметные шаги вперед в развитии экономики, культуры и образования. Республика по праву гордится вкладом земляков в славную историю России и свято чтит память об их ратных подвигах. Это верность присяге бойцов легендарной дикой дивизии. Это стойкость ингушей, защитников Брестской крепости. Это мужество и храбрость сынов республики, защищавших интересы страны за ее пределами. Состоявшись как полноправный субъект Российской Федерации, республика сегодня занята созидательным трудом. Строятся новые школы, детские сады, спортивные залы, создаются современные предприятия. Ингушетия уверенно смотрит в будущее. Не сомневаюсь, инициатива, энергия и целеустремленность руководства и жителей республики
позволят Ингушетии добиться новых успехов на благо своей малой родины, на благо нашей великой России. Желаю республике Ингушетии и всем ее жителям счастья, процветания и всего самого наилучшего. С праздником вас, дорогие друзья! Распоряжение президента Российской Федерации. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Евкурова Юнусбека Бамангеревича, главу Республики Ингушетия. Служу Российской Федерации и родной Ингушетии. Для поздравления жителей Республики Ингушетия от председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева приглашается министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Владимирович Кузнецов. Добрый день, дорогие жители Ингушетии. Телеграмма. Председатель правительства Российской Федерации. Главе Республики Ингушетия Юнусбеку Бамангеревичу Евкурову, жителям республики. Уважаемый Юнусбек Бамангеревич, дорогие друзья, примите мои сердечные поздравления со знаменательной датой – 25-летием со дня образования республики. Уже четверть века Ингушетия развивается как самостоятельный регион в дружной семье братских народов нашей многонациональной страны. За этот небольшой по историческим меркам отрезок времени здесь произошли заметные изменения в экономике, успешно реализуется немало инвестиционных проектов в промышленности, аграрно-промышленном комплексе, строительном комплексе. Возводятся новые школы, детские сады, поликлиники, дома культуры, благоустроенное жилье. Растет и преображается столица республики, город Магас. С каждым годом он привлекает все большее число туристов, которые ценят кавказское гостеприимство, уникальные культурные традиции, ингушский фольклор. Благодаря вашему труду республика занимает лидирующие позиции среди самых динамично развивающихся регионов страны, где комфортно жить, учиться и работать. Уверен, что вы и впредь будете делать все необходимое на благо Ингушетии и всей России. Желаю вам крепкого здоровья, процветания и всего самого доброго. Дмитрий Анатольевич Медведев. 25 лет – совсем немного, но за это время регион сумел добиться хороших показателей в социальном и экономическом плане, занимает лидирующие позиции по реализации различных целевых программ. Не раз сказано, впереди еще большие победы, и к реализации всех намеченных планов и идей народ и власть должны подходить с огромным желанием и патриотизмом. Всей душой, всем сердцем. Но, знаете, нельзя не отразить тот факт, что мы находимся на прекрасной земле. Очень достойные люди, красивые дети. Очень хотелось бы, чтобы, как в этом представлении, которое нам показали, чтобы вода невзгод и несчастья всегда уплывала с этой земли, а камни радости всегда оставались. С праздником, с Днем Республики! Ведь на самом деле сила и мощь российского государства заключается в первую очередь в крепкой дружбе между российскими регионами. И сегодня такая дружба у нас между крымчанами и Республикой Ингушетия существует. При этом нас связывает сегодня с Юнусбеком Бамангеревичем не только отношения как глав субъектов, а и личная дружба. Хочу сказать, что как раз это является основой и залогом успеха развития наших отношений. А жителям Республики Крым хочу сказать огромное спасибо и поблагодарить вас за помощь, за поддержку, которую оказали все наши субъекты в крымской весне, и особенно Республика Ингушетия. Поздравить вас с праздником, пожелать жителям мирного неба над головой, крепкого здоровья. Дружеские отношения и деловое взаимодействие всех глав СКФУ – это еще одна возможность вывести на новый уровень не только один регион, но и Кавказ в целом. Эта идея уже приносит свои плоды. Часть мероприятия разбавляет выступления как ингушских артистов, так и из других республик.
Самое красочное завершение вечера – праздничный салют. Дорога длиною 25 лет пройдена достойно. Следующий юбилей республика без сомнения встретит с новыми достижениями и покоренными вершинами. Индира Манкиева, Новости 24. Почему дешевый такой этот салют? Как-то дешевый салют. 25-летний юбилей Ингушетии в Магасе отмечали тысячи людей. Все они пришли на площадь Алании в компании родных и друзей и были довольны атмосферой праздничного вечера. Наш корреспондент выяснил, какие впечатления у жителей республики оставил вчерашний день. Хочу поздравить еще раз всех, абсолютно всех жителей республики и не только всех прибывших гостей с праздником, с юбилеем нашей родной, дорогой Ингушетии. Могу сказать, что было чувство праздника, было ощущение гордости за республику, за то, что мы прошли этот 25-летний путь достойно. И подготовка сама, была, мне кажется, на самом высоком уровне. У людей было ощущение праздника, теплоты, такой душевности. В общем-то, все абсолютно понравилось. И то, как было организовано возле башни Согласия, сама сцена, вы знаете, только в самых крупных городах мне приходилось бывать на фестивалях, но я, наверное, ничего подобного не видела. Мне очень понравилось. Впечатление, конечно, первоначально очень такое положительное. Сама организация концерта, выступление, оформление. О салюте я вообще молчу, было очень все красиво. Мероприятие мне очень понравилось, все было шикарно, прекрасно, весело, у всех настроение было хорошее. Спасибо большое. На празднике было очень весело, и все было очень хорошо организовано, было очень много людей, и солнечно, настроение было очень хорошее. Мне понравилось то, что была красивая сцена, фонтанчики, мороженое. Я хорошо провел время вместе со своей семьей. Как хорошо управляет, будем говорить, регионом Юнусбек Баматгереевич. И всем я подчеркиваю, что испытание властью он проходит лучше всех. У нас много наших коллег, друзей, и губернаторы, представители. Но Юнусбек Баматгереевич просто блестяще, на наш взгляд, на этом посту работает. Поэтому еще раз всех с праздником, процветания, успехов, здоровья всем. И, как говорится, так держать. От чистого сердца, от всей души, от жителей города Москвы поздравляю жителей Ингушетии с 25-летием республики. Желаю успехов в развитии республики и дружеских всегда приемов и дружеских столов, которые, как говорится, еще больше нас могут объединить и еще больше могут нам дать такого счастья, которое должны знать и ребята из Ингушетии, и ребята, живущие в Центральной России. Дружба должна быть, и мы должны друг друга любить и уважать. В Назране горит телевизионная башня, и горит она разноцветными огоньками. Телевышку оформили декоративной подсветкой. Она зажглась в день празднования 25-летия Ингушетии в присутствии представителей регионального правительства, городской власти, и наших коллег. Освещение запускает во дворе филиала предприятия российской телевизионной и радиовещательной сети. Несмотря на поздний час, здесь царит праздничная атмосфера. Для зрителей выступает народный артист Тимур Дейтов. В особенной миссии принимают участие и почетные гости, которым по традиции и предоставляют первое слово. Перед торжественным запуском гости в первую очередь благодарят руководство республики за содействие не только в организации архитектурного освещения, но и за помощь в работе ингушского филиала. Мы действительно очень старались и хотели сделать подарок республике. И надеемся, что то, что сделано, вам понравится, вы это оцените. И очень рассчитываем, что эта архитектурная подсветка нашей телебашни станет хорошей достопримечательностью. От имени всех коллективов нашего Северо-Кавказского федерального округа, огромный округ, мы поздравляем вас с праздником. И хочется сказать, что наш филиал в Республике Ингушетия работает профессионально грамотно, а подсветка покажет, что они не только профессионально грамотно работают, но и красиво. Поздравляем жителей,
хотим, чтобы это было действительно хорошим подарком. Надеемся, это не самое последнее на Северном Кавказе мероприятие красивое. И еще раз с юбилеем республику. Запуск системы архитектурно-динамического освещения антенны приурочили к юбилею республики. Одно мгновение, и на башне включаются сотни лампочек, сначала окрашиваясь в цвета российского триколора, а затем и ингушского флага. Раз, два, три. В разработке архитектурного освещения применены высокие технологии, которые позволяют иллюминировать в различных ракурсах и в зависимости от погоды для любого рода праздника или мероприятия. Еще в прошлом году был разработан план мероприятий по празднованию 25-летия образования Республики Ингушетия. Но вот в данном случае мы наблюдаем одно из этих событий. Телебашня, она выполняет свои функции. Но кроме этого, как бы она одновременно будет сейчас выполнять функцию, украшающую наш город. Светящаяся башня станет еще одной визитной карточкой Назрани, отмечает городоначальник. Руководство РТРС нам преподнес такой красивый подарок, как архитектурная подсветка данной вышки. Хотел бы от себя лично, от жителя города Назрань, поблагодарить тех ребят, которые стояли у истоков проектирования данного объекта, поблагодарить руководство РТРС за такой прекрасный, красивый подарок для жителей города, для гостей города Назрань, для всех жителей нашей республики. Отныне телевизионную башню будет видно не только днем, но и ночью, переливающуюся в различные цвета. Телевизионная вышка в день рождения Ингушетии прекрасно дополнила ряд достопримечательностей Назрани. Юсуп Гелесханов, Хаваш Гойгов, Новости 24. Итоги деятельности за первое полугодие подвели сегодня в региональном управлении ГИБДД. Аварийная ситуация на дорогах республики остается нестабильной, поэтому необходимо предпринимать более жесткие и действенные меры, говорили на совещании. По мнению начальника управления, больше всего ДТП зафиксировано на трассе М-29. Причинами аварии – превышение скоростного режима и пересечение сплошной. Подводя итоги вчерашнего дня, Валерий Ладыгин отметил, что если праздничные мероприятия прошли без особых нарушений, то вечером снова потрясла новость о ДТП. На той же федеральной автотрассе легковая машина врезалась в две «Газели». В результате водитель легковушки доставлен в больницу, а пассажир погиб на месте. Все люди порадовались и всех поздравили, и гости все почти уже разъехались. Но финал все-таки смазал случай, это вот опять же на федеральной автодороге, когда гражданин берет у другого своего, будем так говорить, товарища, машину, не имея права управления транспортным средством, то есть даже водительского удостоверения нет, сажает еще пассажира с собой, соответственно, не умеет ездить, улетает на встречку, ударяется об две «Газели», следующие во встречном направлении, погибает его пассажир и сам в реанимации сейчас находится. Вот сейчас разбираемся с хозяином этой машины, как он мог передать, зная, что человек не имеет права управления, отдать ему машину, да еще видеть, что он пассажир туда посадил. Ну, понятно, что такой же недисциплинированный человек, о чем свидетельствует неоднократно, значит, его нарушение правил дорожного движения, неоплаченное. Сейчас вот и тоже по 20-25 будем его привлекать к ответственности. Валерий Ладыгин призвал собравшихся активизировать работу, предпринять все необходимые меры, чтобы снизить число ДТП и нарушений правил, а также повысить статистику оплаты штрафов. В первую очередь мы должны пресекать нарушения, и мы для этой цели созданы. Поэтому, пользуясь вот случаем, хочу сказать, что мною инициировано проведение скрытого патрулирования федеральной автодороги «Кавказ». Поэтому, чтобы потом граждане не удивлялись, что они попали на видеосъемку, как они пересекают сплошную линию, как выезжают на встречное движение. То есть такая будет работа проводиться. Скрытое патрулирование, будут двигаться гражданские машины с фотофиксацией, а за ними будет ехать уже патрульные машины. И после того, как зафиксировали правонарушение, по радиостанции будет передано патрульной машине, они будут останавливаться и оформлять с предъявлением видео, на котором будет изображено это нарушение.
В Троицком возник спор между представителями газовой службы и потребителями голубого топлива. Первые требуют не нарушать закон при подключении к газовым сетям, а абоненты пытаются найти оправдание незаконным врезкам. Обе стороны выслушала Мадина Пугоева. Очередной рейд по отключению абонентов, незаконно потребляющих голубое топливо, получился весьма эмоциональным. С порога своего дома работников газовой службы встречает Умар Харсиев. Его и других жителей микрорайона визит незваных гостей явно застал врасплох. Почти у каждого отсутствует договор на поставку газа. Самовольные врезки жители оправдывают бездействием ответственных служб. В феврале вышли, провели своими силами газ вот этот. В феврале окрасили, потому что нам сказали, не подключат. Почему сейчас не могут в этот газ подсоединить? Проложив линию газопровода, по всей видимости, жители новостроек решили и дальше действовать вразрез с законом. Большинство из них потребляют голубое топливо совершенно бесплатно и с нарушением всех правил техники безопасности. В ответ работники «Газпрома» решают отключить от газоснабжения всех, кто самовольно подключился к линии. Конечно, это вызвало недовольство у местных жителей. Допустим, 23, 25, 10, 20, 30 дадут, да. 200 метров, хотя 200 метров трубы тебе в дом заводят, до дома. С одной стороны, платить за подключение газопровода Умар Харсиев не хочет, с другой, без соответствующего договора с компанией пустить голубое топливо по этим же трубам газовики не имеют права. Ему удобно воровать газ. Вместо того, чтобы заключить свои документы, то есть договора на поставку и газа, и ВДГО, ему просто-навсего удобно. Таких тут десяток, понимаете? Все необходимые коммуникации здесь начали прокладывать уже после распределения земельных участков. А вот на соседней улице, к примеру, вопрос с подключением к линии газопровода некоторые жители уже решили. У Мадина Талдагановой и счетчик на месте, и договор с газораспределяющей компанией на руках. Конечно, дикардыш, и законно заплатил, каждый в конце 20 числа он и счетчики снимает и за воду, и за газ, и за свет, все почте. Незаконные врезки без соблюдения правил техники безопасности ставят под угрозу здоровье и благополучие самих потребителей, в который раз напоминают газовики. Но даже для тех, кто потребляет газ в соответствии со всеми правилами, риск стать жертвой несчастного случая все же есть. Именно поэтому абонентам «Газпрома» советуют заключить договор с ВДГО, который занимается их техническим обслуживанием. Заключаем сначала договор, потом обследуем все на утечку. После этого, если в течение года у абонентов происходит утечка или что-то, они звонят на определенный номер, который написан на договоре, и мы в течение года обслуживаем их бесплатно. Параллельно с рейдами по выявлению нарушителей газовую службу перезаключают договоры новой компании «Газпром Межрегионгаз Назрань» с абонентами. Контролеры проводят инвентаризацию и заключают договор с потребителем газа на месте. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. А тем временем судебные приставы достали с полки черный список. Речь идет о базе данных людей, которые не погасили задолженность по штрафам. Злостных неплательщиков выявляли с помощью радаров во время специального рейда. Репортажи Мины Боковой. На этот раз злостных неплательщиков ищут на одной из самых оживленных улиц Назрани, напротив торгового центра «Ковчег». Ревизоры выявляют автомобилистов, у которых есть неоплаченные штрафы за коммунальные услуги, алименты или другие задолженности. Первого нарушителя долго ждать не пришлось. Однако новость о долгах вызывает только удивление у мужчины. Я не знаю. Судебные приставы выявляют неплательщиков посредством специального программного комплекса. Радар на улице фиксирует номера проезжих автомобилей. Затем эти данные сверяются с базой судебных приставов. У нас в базе есть полностью все должники. Соответственно, в отношении, если должника, если у него есть автотранспорт, мы направляем запрос в ГАИ, нам представляется сведения, это все есть у нас в базе. И эта база полностью онлайн функционируется. И вот если автотранспорт приезжает, вот, к примеру, показана тут машина, числящаяся за должником в базе у нас, и он его автоматом выявляет нам на монитор. Однако и у программы бывают сбои. Магомеда Цароева радар определил как неплательщика, но при проверке выясняется, долгов за ним нет. Сам хожу, проверяю, есть у меня штрафы или нет. Последний был штраф 500 рублей, я его уплатил.
Такой способ выявлять неплательщиков самый эффективный, считают судебные приставы. Так, в прошлом году должникам уплачено 600 миллионов рублей. Показатели этого года тоже радуют. Прошедшие рейды в Магасе, Малгобеке и Сунже принесли хороший результат. В рамках одной из проведенных акций мы наложили арест на 3 автотранспортных средства. Выявили более 50 должников в рамках иных исполнительных производств. Также более где-то 25 должников на месте оплатили свою задолженность. У должников есть право выбора – погасить долг сейчас или в течение недели. Однако, если сумма превышает 3000 рублей, судебные приставы вынуждены конфисковать личное имущество должника. В зависимости от размера штрафа конфискации подлежит обычно смартфон, а может дом или машина. Чтобы избежать подобных инцидентов, нужно вовремя оплачивать свои долги, напоминают сотрудники налоговой службы. Необходимо своевременно оплачивать эти платежи, потому что на самом деле все эти налоги поступают в местный бюджет. За счет них формируется наша инфраструктура, наши дороги, да, наши дома. Все, что вокруг делается, делается за счет них. Поэтому мы, с одной стороны, хотим поднять сознание граждан, да, не только проводим взыскание, проводим разъяснительную работу, объясняем принципы работы. Многие просто-напросто забывают о своих долгах и игнорируют оповещения и визиты коммунальных и налоговых служб. Спустя несколько месяцев долг автоматически попадает в базу судебных приставов. В итоге на нарушителя накладывается ряд ограничений, в том числе выезд за границу. Так, в прошлом году свыше 1500 паломников не смогли вылететь из страны. Именно по этой причине. Поэтому приставы напоминают, вовремя проверяйте свои задолженности. Это можно сделать в интернете, на сайте управления судебных приставов, а также в специальном приложении для смартфонов. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. В региональном Минздраве прошел заключительный этап распределения целевых мест в медицинские вузы страны. В этом году для ингушских абитуриентов выделено 154 места по разным направлениям. Педиатрия, хирургия, стоматология. Лучших комиссия выбирала по результатам ЕГЭ, то есть по количеству набранных баллов. Слово Зареме Евлоевой. Двор республиканского Минздрава переполнен. В томительном ожидании абитуриенты и их родители. Более 400 выпускников, и каждый из них мечтает связать свою жизнь с лечебным делом. Врач – это призвание, потому для многих из этих ребят белый халат уже давно стал символом будущего. Впервые о профессии хирурга Юнус Султыгов услышал от дяди. Практикующий специалист часто рассказывал племяннику об особенностях своего призвания. Истории о спасенных жизнях вдохновили молодого человека, поэтому над выбором профессии долго размышлять не пришлось. Я каждый день вижу, как он помогает нашим соотечественникам, он получает огромное воздаяние перед Богом и перед другими людьми, и люди ему благодарны. Вот понимаете, когда ты видишь, что человек относится так хорошо, то ты тоже этого хочешь, и это является, так скажем, основной причиной того, что я хочу стать хирургом. Если у меня получится поступить в хороший вуз, я надеюсь стать хорошим специалистом и обязательно вернусь в нашу республику, чтобы помогать нашим соотечественникам. Конкуренция нешуточная. На 400 человек всего 154 места. Большинство из претендентов – лучшие выпускники своих школ. Медалисты, победители всевозможных республиканских и всероссийских олимпиад. Поступая в вуз в Москве, Сеченово, целевых мест на Ингушетию нам дали 5, но желающих в Ингушетии 22 претендента. И одна из них я. Баллы у меня достаточно хорошие, и я думаю, я пройду, но никто не может быть уверенным, но все равно я надеюсь, что все будет хорошо. В составе комиссии, которая проводит отбор, министр здравоохранения Марема Рабханова, помощник-советник главы республики Зураб Маршан, представители Минздрава, общественных организаций и лечебных учреждений. Макушкова Лимара, Муцойкова Марина, Зортова Диана, Белькиев Джохар, Дударова Мария. Значит, вот эти 5 человек проходят на лечебное дело. Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Рязань, Кемерово, Ростов, Ставрополь, Казань и еще десяток городов, готовых принять ингушских выпускников. Лучшие вузы страны ежегодно предоставляют целевые места. В этом коридоре просто накал эмоций. Пока одних переполняет страх перед неизвестностью, в глазах других блестят слезы счастья. Слезы радости определенно, слезы счастья, просто эмоции переполняют. И просто учитывая, что я определилась в 6 классе, что только медицинский, у меня какое-то призвание, наверное. Я определилась именно этим вузом. И сегодня, когда прозвучало то, что я поступила, это просто нереальное чувство.
Целевое место дает абитуриенту возможность поступления в выбранный вуз страны с более низким порогом баллов. Это своеобразная скидка выпускникам, которая стала возможна благодаря взаимовыгодному соглашению. Республиканский Минздрав оплачивает обучение ингушских студентов, а те, в свою очередь, став специалистами, должны вернуться в регион и отработать в одной из здравниц Ингушетии не менее 5 лет. Выходит, что автоматически решается и вопрос трудоустройства ребят. Конечно же, нам хочется, чтобы в здравоохранение шли дети, которые имеют побольше, получше способностей, которые идут по призванию, которые действительно от души и долго и давно готовятся к этому и хотят стать врачами. Выдохнуть сегодня смогли и родители, которые переживали со своими детьми каждый госэкзамен. А теперь и отбор на целевые места. У Вахида Мархиева этот год особенно напряженный. Поступают сразу 2 ребенка. Сын решил посвятить себя юриспруденции, а дочь хочет стать врачом. Впрочем, за девочку переживать не пришлось. Умница и круглая отличница Хава Мархиева оправдала надежды родителей. Наверное, сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я сам уже в возрасте. Девочка у меня маленькая, она на 48 лет младше меня. Но сегодня большое счастье, то, что вот она мне подарила этот день. Самое главное, ее труд был. Она училась, вот, как говорят, не покладая рук. Вне конкурса целевые места в медицинские вузы получат только дети сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Все остальные заработать заветную путевку могут только высокими баллами ЕГЭ в совокупности с удачей. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. День рождения Устаса Кунта Хаджи Кишиева и 170-ю годовщину добровольного принятия ислама ингушами в республике отметят памятным мероприятием 15 июля в 10 часов утра на территории мемориала памяти на мемориальном кладбище Уазут-Кашмыш соберутся старейшины, молодежь и представители общественных организаций. На большое религиозное мероприятие также приглашены почетные гости из соседних регионов. Планируется совершение зикра и раздача сала. Принять участие в акции может любой желающий. الطالج ازمتك دال مولاه بي يعني تجنح حقول بولجي ساعدلر خدوج اشت بلغل دحقاده وقل محكوش دي هردق سمحتي تقبل عاشي زيرتر عاشي دي عاشي ويل ديكانس دي دؤدر عاشي دي بعرقور متجلج متكوجي دال مولاه. Это были все новости на сегодня. О событиях завтрашнего дня мы расскажем, как обычно, в 21 час. Всего доброго.